Вот у нас такой вид из окна. Вот. Лесосека пилит. Вот такой вид из окна у нас. С Катькой новый дом. Вот путейский стоит. Медведи ходят. Вот наш дом с Катькой на сегодня, на ночь. Полы подмели. Воды мыть не стали, далеко ходить за водой. Берег аж вон там, внизу. Вот на плите сварим кушать. Тут чайник, я печку протопил, жара стала уже. Вот, чайник вскипел у нас. Ой, дрова я наколол, нарубил, вернее, колуна нету. Тут видно, жили, говорю же, эти туземцы, вон оттуда, вон, которые с Азии приезжают, вон, их на работу берут, они вон там, вон трактора, все вот это вот, лес херачит и херачит. Вот. Взял дрова, еще есть, там вот все уже домик, конкретно печки нету, ничего нету. Можно было нашу печку поставить, ну нахрен. Там как-то не очень. А так все уже развалено. Один единственный целый дом. Там есть домик такой охотничий маленький, но там закрыто на замок, чтобы никто ничего не уволок. Тут, видно, жил какой-то дедушка до конца. Все уже съехали, а он все жил и смотрел, вот, ухаживал за домом более-менее. Стожки поставил, чтобы не упало. Вот. Доживал, то ли умер, то ли уехал, переехал. Может, родственники забрали. Ну, факт то, что подполье здесь шикарное. У них так сделано прикольно. Внизу дырка у них под домом. Тут подполье. Оно длинное-длинное, и мало того, оно сухое. Все сухое. Тут наверху сено видно было. Что-то такое хранили по краям. И чтобы брать, там подполье есть. Там вот. Потом вот здесь подполье есть. Потом вот там подполье есть. Кухня, где была у них. Такие старые дома. За это вот все просквозить, и полы целые, не гниют. То бишь сквозное помещение внизу. Вот. На зиму, видно, его закрывают. На лето открывают. Катюха пошла за сахаром. Хочет спуститься, там крутой берег. Не может. Вот как-то так у нас. Искал косу, не нашел, может, думаю, старая коса есть, раз старый дом, нет, косы нету. Вон тоже русская печь была, вон там внутри. Вон она. Ну, тоже все разобрали, все убили, все это. Мы живем. А сегодня мы живем вот так, вокруг скал. Так. Блин, еще узкая, но потихоньку расширяется. Вот старый амбар. Там что только нету старого, все старое, все. Старый забор, старые гвозди, вот видите. Кованые гвозди старые. Вот. Тут вот есть чердак. Крыша скоро упадет. Жаль, конечно. Тут вот человек делал сам леса. Вот леса. И уже сгнили все. И, видимо, делал узоры. Вот там. Но не доделал чуть-чуть. Он узоры делал. Крышу подделал. Все видно. Раньше так делали красоту на домах своих. Вот чисто русский дом. Вот, не знаю, гвозди вот кованые, не кованые. Вот он сделал. Вот тут
походу здесь ни одного единого гвоздя нет. Вот тут дом без гвоздей. Ну, староверы жили, я так думаю. Здесь верующие. Калитку я закрываю. Тропинку мы уже сделали. Было все заросшее. Ну, может, охотники живут там. Или кто ли. Ну, Миса может вот оттуда прийти. Вот оттуда прийти. И вот оттуда прийти. Или оттуда прийти. Вот. Старые столбы стоят. Все брошено, все развалено. Ну вот как-то так. Как-то так живем. Сегодня проживем. Завтра поселок у нас, деревня. Ну, там вообще ни работы, ничего нету. Из-за этого люди там воруют, убивают, зэки живут. Так что его проходить мы будем ходом. Плохие люди там. Вот. Такие узорчики делали раньше. Проводка еще старая, крученная. Здесь видно счетчик висел, как я понимаю. Вот такие вот дела. Старая побелка, еще вот розовая. Какая красота, это ж надо вот так сделать, такое бревно положить, это затащить его надо туда, один конец, второй конец. Люди делали на совесть. В этом доме еще можно жить и жить. Самодельные скамейки. Я был в Молдове, в деревне, у меня такая же была, все так же. Красотища. Еще бы не было вот этих вот, которые грабят лес, Россию разбирают на запчасти. Все деревья, все. Все лысо, вся поляна там лысая, все, ничего нет осталось. Это вообще ужас. Вот так, тогда лес. Вон там лес. Вон сколько его лежит. Пилякают, парохед за парохедом уходят. Да уж. Продали мы Россию, разрывают на куски. Кто что может, тот тащит. Из земли и на земле. Ужас.